беременность во время зачатия. И как раз ровно через 9 месяцев появился у меня сын. Это как бы сразу два праздника захватил, 23 февраля и 7 ноября родился. Можете проверить ВКонтакте, в интернете. Это мой первый вклад. Я приложил руку. Может, еще что-то. Вот. И символично, что родился в 71 году. И так получилось, если перевернуть 71, это будет 17-й год. Вспоминаю то время, как Ленин давал всем зарабатывать, писателям, музыкантам, художникам, поэтам. Нет ни одного поэта, который не писал бы о Ленине. Спасибо Ленину за это, да? Как бы я вот лично сколько оформлял ленинских комнат, музеи, улицы Ленина, таблички эти. Все, что Ленин нам давал, это было плюсом в нашей жизни. Никаких минусов. Нам хорошо жилось в то время. Сколько плакатов и лозунгов было написано. Как-то отец рассказывал, как пришел к председателю совхоза, там в Баку, в Азербайджане, с заявлением к Ленину починить крышу, шифер купить. Это он Ленину писал заявление. А председатель сказал: какой шифер? Ленин-то умер. А этот говорит: как мне надо шифер, так Ленин умер. А все дело в том, что на улицах города везде были лозунги: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Да, был бы Ленин жив, он продолжил бы раздавать землю и отменил бы 3 очереди на вставление зубов, на переселение из ветхого жилья и на кладбище. Ленин был более счастлив, когда взял Зимний, чем когда взял Крупскую. Как-то сын маленький у меня, когда был, спрашивает, в Воркуте мы жили: а Ленин был в коме? А что я мог сказать? Я говорю: да, Владислав, он и сейчас в коме, лежит под капельницей в мавзолее. Кстати, что такое мавзолей, да? Это недвижимость в самой недвижимости, запомните. Кстати, это единственная недвижимость скромного Володи, в отличие от нынешних Володь. Ленин нашел свое место в мавзолее и уступать никому не собирается. А вот Зюганов 2 раза в неделю приходит в мавзолей и подсыпает в стакан с чаем снотворное, чтобы самому подольше побыть у власти. Не получится, как Ленин бы сказал. Но как бы Зюганов не старался, но Ленин живее всех живых нынешних коммунистов. Это как бы в бочку надо немножко дегтя, а то все кругом ля-ля-ля, тополя. А как сейчас чувствует коммунист? Не в обиду сказано, так же, как опавший осенний лист, как вот сейчас осень заканчивается. Ленин любил всех разыгрывать, когда говорил: Ильич на проводе. Прибегали, думали, он висит, а он ни хрена не висит. Он смеется. Ленин сказал: из всех искусств важнейшим является кино. А Порохня сказал, что из всех кино важнейшим является искусство. И, кстати, мне попало за это искусство, когда на Арбате в 1985 году рисовал Ленина, Карла Маркса и Энгельса, как они в подъезде на 3 соображали. Но нас таскали в милицию за это. Есть у революции начало, и кажется, спустя 100 лет нет еще конца. И последнего. Можно построить коммунистическое общество, если все коммунисты ушли, куда, догадайтесь, в единую Россию. Ни совести, ни чести, я бы им сказал, и все присутствующие, да? Кстати, была бы честь и совесть, а эпоха всегда с нами. Ура, товарищи!